Итак, уважаемые участники Третьего республиканского педагогического хакатона, у нас сегодня будет выступать в качестве спикера очень интересный человек. Это Лука Леконцев. Лука, вы здесь? Да, я здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Лука – нарративный дизайнер и сценарист. И его выступление называется «Настоящее и будущее нарративного дизайна от игр до книг». И, конечно, хотелось бы отметить, что с Лукой мы познакомились на нашем форуме «Цифровой алмаз», где как раз-таки в треке Game Dave участвовал Лука и очень интересно выступал. И хотелось бы обратить внимание, что наши участники, возможно, отдаленно, скажем так, представляют работу именно нарративного дизайнера. Может, это слово вообще для них новое, да? И, пожалуйста, Лука, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, и потом уже перейдем к нашей теме. Спасибо. Да, здравствуйте. Меня зовут Лука Леконцев, как и меня уже представили. Я нарративный дизайнер, работал в компании Майтона. Наверное, многие из вас знают, что это за компания. Работал там на протяжении 2,5 лет. И то есть с Майтоном мне открыло вообще двери в нарративный дизайн, показало, что это за профессия, как в ней, собственно, работать, развиваться. До этого я окончил сначала колледж искусства и культуры, затем институт в Перми. Сейчас проживаю в Петербурге. И по профессии я актер и режиссер именно театральных постановок. Сегодня я хотел бы вам рассказать, что такое вообще нарративный дизайн, как вообще к нему относиться, что это за профессия, потому что эта профессия новая, сейчас такой тренд в мире, что появляется все больше новых профессий с какими-то интересными названиями, словами, которые редко используются в лексиконе, как нарратив, допустим. Сейчас оно больше входит в лексикон и больше используется. Вот. И сама профессия нарративного дизайнера, я считаю, одна из самых перспективных в будущем. И сегодня я попытаюсь вам раскрыть эту тему и почему я так считаю. Вот. Что вообще такое нарративный дизайн? Много в сообществе и в российском, и в зарубежном. Многие компании спорят, какие вообще какими навыками должен обладать нарративный дизайнер и какую работу он должен выполнять. Я придерживаюсь такого мнения, что нарративный дизайн — это что-то на стыке режиссуры, дизайна и сценаристики. То есть всего из этих трех профессий всего нужно по чуть-чуть. Вот. Вообще, как строится, как вообще работать нарративным дизайнером, если можно так сказать. Вы, собственно, ваша задача в проекте, в каком-нибудь игровом, и не только в игровом, об этом я чуть позже скажу, объединить сценарий самой игры, идею, которая была заложена вашей командой, и сделать так, чтобы повествование в этой игре или в том мультимедиа-продукте было невербальным. То есть основная задача нарративщика — сделать повествование, которое воспринималось бы игроком или зрителем на подкорке. Пример такого вы можете наблюдать, допустим, в фильмах, в сценографии театральной, когда мы, допустим, видим сцену, и на ней расположены там ее как-то сценография как-то обыграна, то есть действие происходит в какой-то избушке. Мы видим, как разлита кружка с чаем и разбита бутылка с вином. И сразу же у нас в голове определенный сюжет. То есть там ничего не рассказывают, действия никакое не происходит, но благодаря сценографии мы понимаем, что здесь произошел некий инцидент, который, собственно, и предвкушает общее повествование. Вот. Для чего вообще в проекте нужен нарративщик и для чего такая интересная профессия нужна в современном обществе и в будущем? Главная задача нарративщика — это задать направление в разработке или же вообще в вашем проекте.
Вот. Именно нарративщик — один из основных людей в проекте, кто задает определенную цель, которой стоит добиться тому или иному проекту. Он выступает одним из идеологов, то есть постоянно накидывать некоторые идеи, постоянно должен фонтанировать разными мыслями, предлагать какие-то интересные решения той или иной сцены, также наполнять игру лором, неким исторической информацией о том мире, который вы создаете. Ну и где брать идеи? Очень такая болезненная тема для многих нарративщиков, да и не только нарративщиков, а вообще людей как таковых, потому что очень часто сталкиваются люди с тем, что множество уже сюжетов и историй, и идей уже использовано, и очень тяжело найти что-то уникальное. Но тут стоит вспомнить один из мемов, который относится к популярному мультику «Симпсоны». Все уже было в «Симпсонах». То есть все идеи уже были когда-либо исполнены, когда-либо созданы. Вам остается лишь как-то их переиспользовать и придать им какое-то новое видение. Добавить туда каких-то новых деталей, либо поместить это в какое-то новое пространство, что позволит идее развиваться и дать ей возможность проявить себя для зрителя как-то с новой стороны. Вот. Самое главное, это нужно развивать насмотренность, и насмотренность в большинстве развивается благодаря фильмам, сериалам, мультипликации. Не стоит гнушаться жанром, который, ну, не стоит отходить от жанров, которые, допустим, вам не нравятся. Есть, допустим, довольно специфический жанр аниме японский. Многие как бы его сторонятся, потому что это довольно такое, ну, необычное для, ну, для людей необычное такое искусство. Вот. Но не стоит, допустим, этого жанра остерегаться, потому что как раз в аниме-жанре, в японском, очень много, можно найти очень много примеров и референсов, как они обрабатывают сюжет. Там очень большое количество сюжетов, у них целая индустрия построена на том, чтобы каждый сезон выпускать какое-то новое аниме, либо мангу, и для того, чтобы это было интересно зрителю, там как раз вот этот пример, о котором я говорил чуть ранее, когда они помещают старую идею в какие-то новые обстоятельства жизненные, и героям приходится как бы превозмогать, либо же как-то выкручиваться из тех предлагаемых обстоятельств, которые завел их автор. Вот. И важно вот как раз насматривать фильмы, сериалы, пусть они иногда могут казаться неинтересными, скучными, но важно как раз проводить некий инженеринг. Это когда вы разбираете, почему тот или иной фильм, тот или иной сериал вам кажется скучным, вам кажется неинтересным, или вы видите какую-то отвратительную игру актерскую. Вы должны понять, почему актер так сыграл. Возможно, актер и хороший как раз, возможно, он даже известный, но вам нужно понять, почему, какие проблемы были на стадии разработки, на съемках этого фильма или сериала, что вызвали в актере такую как бы не очень выразительную игру. Вы должны искать ошибки в этих сюжетах, вы должны искать ошибки в режиссуре, в сценаристике, в актерской игре для того, чтобы понимать, как вообще устроено э, такое невербальное повествование, как строится такое комплексное повествование, как фильм, как сериал, как игра. Вот. То есть это можно провести такой пример, если кто-то занимался музыкой, то есть музыканты часто слушают музыку так, что они отделяют каждый инструмент в музыкальной композиции, то есть они где-то слышат пианино, где-то слышат арфу, где-то слышат скрипку, и все это одновременно звучит, но они слышат, в каком месте она расположена, как далеко, и наша задача как нарративщиков, как сценаристов, как режиссеров разбирать также и целостные комплексные произведения мультимедиа, искусства,
чтобы понять, кто чем там занимался, кто где допустил ошибку, для того, чтобы в дальнейшем этих ошибок избежать. Вот. Важный тренажер для нас, для людей, которые занимаются нарративным дизайном, являются книги или, может, даже кому-то обидно прозвучать, что комиксы. Вот. Комиксы — это довольно интересный жанр. Он не очень популярен в России, но он только сейчас набирает вроде обороты, появляются какие-то российские тайтлы, которые позволяют как-то, ну, нашей индустрии комиксов развиваться. А, Для нас задача нарративщиков вот как раз потренироваться, посоздавать комиксы. Это отличный тренажер, так как там мы можем как раз поработать над композицией, над тем, как расположены те или иные персонажи, попробовать нарисовать. Достаточно просто даже банально нарисовать палка-палка огуречек, получился человечек, и расположить их в определенном пространстве, нарисовать баблы, это такие реплики, которые расположены в облачке, и попробовать, чтобы эти персонажи как-то повзаимодействовали друг с другом. Вот. Этим занимаются не только нарративщики, этим занимаются и профессиональные писатели, то есть они выписывают себе определенных персонажей, которые расположены у них там даже, может быть, в физическом формате, то есть они делают куколки. Я забыл, какой автор, причем наш очень известный автор, когда писал свои произведения, он располагал фигурки на своем как бы столе и, собственно, создавал из них такой театр этих кукол. Благодаря чему у него получались очень интересные сюжеты, и он мог как-то двигать сцену вперед. Вот. А книги, ну, это классический тренажер, как вы сами понимаете, как вы сами, скорее всего, знаете, что при прочтении книг у нас происходит развитие мышления, развитие воображения. Мы прекрасно видим, если до конца погружаемся в произведение, как расположены персонажи, где они стоят, с чем они взаимодействуют, в каких условиях они находятся. Поэтому это очень полезный инструмент для того, чтобы вообще развивать свои навыки в плане насмотренности и в плане составления каких-то идейных мотивов для ваших продуктов в дальнейшем. Еще основным элементом в нарративном дизайне, да и не только, являются референсы. Это такая история очень болезненная в нашей работе, потому что референсов, ну, очень сложно подобрать референсы, особенно когда у тебя очень развита насмотренность, и ты просто помнишь, откуда, допустим, взят, какой, допустим, объект ты хочешь, чтобы он был, или какая анимация должна быть в том или ином продукте, но ты не можешь вспомнить, где ты это видел. Вот, поэтому очень такой ценный совет это сохранять все интересующие вас идеи, мысли или референсы к себе там на компьютер, выписывать их куда-то в дневничок, хотя бы название того элемента, который вам понравился, чтобы потом можно было спокойно найти это в поисковике, и создавать такую библиотеку. Потому что мозг — это очень крутая вещь, она очень много чего запоминает, и вы очень много чего помните, но, к сожалению, не очень, не очень умело можете достать это и использовать. Вы как бы отдаленно можете понимать, что происходит у вас в голове, но как бы достать и проверить этот источник вы вряд ли сможете. Поэтому старайтесь это все конспектировать, старайтесь запоминать именно физически записывать куда-то. Стоит отдельно рассказать о будущем нарративного дизайна и как раз соединить эту тему с референсами, что сейчас большое развитие у нас обретают нейросети, которые сулят нам замену как раз этих профессий нарративного дизайнера, художника, сценариста. Но тут определенно не стоит пугаться.
нарративный дизайн и вообще все другие профессии, как у художника, будут развиваться, как и те же самые нейросети, и в любом случае мы будем находить какие-то возможности работать и получать зарплату для того, чтобы жить. Но и к тому же я хочу сказать, что все эти нейросети, как чат ГПТ, который сейчас, скорее всего, в новостной повестке вы слышали, Midjourney, Dall-E, даже от Яндекса есть такая сценаристическая нейросеть Балабола, которая создает такие маленькие сюжеты или может написать вам какой-то маленький текст по вашему запросу. Вот, все эти нейросети помогут вам в вашей работе, в поиске референсов. То есть эти инструменты, они не заменяют вас, они дополняют ваш инструментарий, который позволяет вам развиваться и позволяет вам четче доносить мысль для других членов вашей разработки, до ваших коллег. Благодаря определенным запросам целевым, которые вам необходимы, эти нейросети позволяют там сформулировать то, что как бы вы запросили, и вы можете это предоставить, сказать, вот мне вот, нужна такая локация, нужен вот такой диалог, нужен вот это все. И задача нарративного дизайнера, дизайнера-художника как раз организовать вот этот процесс, найти те именно сгенерированные изображения, либо же тексты, которые бы подходили под ваш именно проект, и воспользоваться ими по назначению, собственно. Тут мы как раз и выступаем в качестве режиссеров, которые выбирают из предложенного актерским составом, в роли которых выступают нейросети, какой-то определенный продукт, который нам и нужен для конечного результата. Вот. И стоит также сказать, что будущее нарративного дизайна как раз в том, чтобы быть как раз одним из фарватеров индустрии, как человек, который аккумулирует у себя новые технологии, которые развиваются в разных областях. То есть сам нарративный дизайн, он больше такой гуманитарный по своей сути, потому что многие компании, как я сказал ранее, они ориентируются на то, что нарративный дизайнер — это в первую очередь сценарист, но, к сожалению, это не так. Вообще, Хиллари Рейтинг в своей книге «Писать профессионально», это одна из моих любимых книг мотивационных таких для писательства, говорила, что вообще всем писателям в будущем необходимо будет знать определенный язык программирования. И я вот как раз считаю, что каждый сам пытаюсь как раз учиться кодингу, потому что язык программирования, он как раз имеет более четкий и ярко выраженный потенциал и для создания продукта, для мотивации к действию, чем любой вообще другой язык в мире. И как раз для того, чтобы как-то углубляться в профессию, находить какие-то новые возможности в этой профессии, в той же сценаристике, в гуманитарных науках, в режиссуре, в актерском, нужно как раз искать вот эту возможность стыка технического и гуманитарного, когда вы можете и там пригодиться, когда вы можете и какой-то код написать, и встроить сразу же свою какую-то идею гуманитарную в том смысле, что какой-нибудь текст, либо изображение. И это все помогает вам развиваться как человеку и как профессионалу, и даст возможность проявлять себя на рынке труда или же помогать другим людям находить возможность самореализации, видеть, какие новые профессии существуют и какие в дальнейшем возможны. Вот. Вот вкратце я рассказал про нарративный дизайн, и если у вас вдруг есть какие-то вопросы, вы можете их задать, можете в чат писать, если... Так, спасибо, Лука. Ну вот очень интересная вообще профессия, нарративный дизайнер. Наверное, сегодня участники тоже услышали немало новых слов, незнакомых слов, и одно из них — нарративный дизайнер, то есть это не человек, который умеет рисовать, а который умеет описывать, да? Да, То есть здесь в первую очередь у нас воображение работает, и мы должны развивать вот как раз-таки воображение не только у себя, но и у детей, если мы хотим, чтобы в дальнейшем они умели это воображение перекладывать в слова
и слова потом на язык программирования, и в дальнейшем уже у нас из этого может что-то интересное получиться, да, потому что язык программирования все равно в основе языка программирования язык, да, это слово, то есть Да. умение владеть словом. И вот сегодня у нас тоже коллеги, которые работают над проектами, тоже я хотела бы вот обратить ваше внимание, что мы должны вот компетенции свои развивать, написание текстов, описание нашего продукта. И завтра на питч-сессии вы тоже должны будете это продемонстрировать и хорошо, вот именно как вы это видите, но в то же время, чтобы это было коротко, и тоже вот в своем выступлении Лука сказал, что вот мы не обращаем внимания, ну, по крайней мере, не относимся серьезно к комиксам, да, а вот как раз-таки комиксы – это вот, ну, такая сжатая информация, когда одним рисунком можно передать и эмоции, и состояние, и атмосферу, да, то есть то, что, допустим, тоже такое универсальное, скажем так, инструмент для того, чтобы уметь это потом использовать не только на питч-сессии. Мы, коли здесь уже собрались педагоги, конечно же, я уже сразу вижу перспективу именно и профориентации детей, да, именно в развитии таких навыков, как написание текстов, и в дальнейшем, что может получиться, да, из просто простого написания хороших текстов, современная востребованная профессия нарративного дизайнера, да, и также вот, допустим, библиотека референсов, как составлять, умение составлять эти референсы, мне кажется, тоже есть здесь хороший потенциал для учителей, как научиться самим составлять референсы для образовательных наших целей, да. Вот я все говорю, что на самом деле вроде такая узкая очень специальность, да, такая специфическая, но на самом деле инструментарий достаточно универсальный, да, который можно использовать не только для написания сценариев игр, для описания героев, ситуаций, там, атмосферы, но это можно и использовать в нашей образовательной деятельности как профориентация и как, возможно, формирование современных компетенций у обучающихся, так как все-таки у нас, согласно федерального государственного образовательного стандарта, да, немножко таким языком буду говорить, у нас сейчас требования к результатам – это функциональная грамотность, куда входит и креативное мышление, да, креативное мышление, нарративный дизайн – это очень все близко, да, то есть через нарративный дизайн мы можем и оценивать сформированность креативного мышления же, да, вот, то есть это тоже может быть инструментом формирования и оценивания креативного мышления. Тут причинно-следственные связи могут разные, можно с целью поставить и развитие вот именно таких профессиональных компетенций, как дизайнера нарративного, а можно через нарративный дизайн развивать креативность, да, то есть вот так вот. И вот, Лука, вот тоже вот в этой связи хотелось бы спросить, конечно же, вот наверняка многие заинтересуются, так как у нас уже вечер, да, у нас целый день были спикеры, у нас команды работали, уже кто-то уже устал, ушел, дистанционно работает, но они будут смотреть, мы закрепим на YouTube-канале, у нас по ссылочке они посмотрят в ночное, возможно, время, да, когда чуть-чуть освободятся. Вот, ну, то есть у нас, ну, по ссылочке мы, наверное, да, с вашего позволения разместим на нашем YouTube-канале нашего института для наших участников именно, да, ну, чтобы было, могли пересмотреть, может быть, и что-то для себя зафиксировать. Вот все-таки, как вы думаете, на уровне образовательной организации, вот, что можно сделать, чтобы развивать мышление, помимо того, что, ну, дополнительные какие-то занятия, да, вот какие еще инструменты есть, которые можно использовать в педагогической деятельности, связанные вот именно вот с вашей профессией, может быть, или как, в каком направлении педагогам развиваться, чтобы тоже обучиться каким-то компетенциям, да, в дальнейшем, которые им помогут не только именно в разработке проектов, но и в профессиональной деятельности. С чего им начать, в общем? Вот вы сказали, что референсы составлять, да, Мгм. допустим, Я понял. читать много, да, вот писать профессионально, книжку вы сказали, я тут записала, хотела бы тоже, наверное, посмотреть. То есть, что помимо этого еще какие-то, может быть, советы дадите и
как уже и советы, наверное, как разработчикам, как себя завтра представлять, может, какой-то совет тоже вы наверняка, у вас есть опыт выступления, может, какой-то совет именно в публичных выступлениях. Все-таки вы А, артист, это ваша, можно Ну, сказать. давно не профильный уже, но Мгм, хорошо, я понял, да, вопрос. Ну, сперва скажу, что какое-то время удалось поработать педагогом. Я работал педагогом дополнительного образования по актерскому мастерству. Вот, в питерской школе я актер. Вот, и в первую очередь, судя по своему опыту, который у меня есть определенный, могу сказать, что необходимо понимать, о чем думают дети, чем они сейчас интересуются, и находиться, как сами дети говорят, и мы в тренде, в определенном тренде. Нужно понимать, какие сейчас игры, какие сейчас фильмы, какие сериалы, какие мультики. Нужно понимать, какие соцсети появляются, то есть это ТикТоки, это Ютубы, и нужно не бояться как раз вступать в какие-то новые области для себя и находить возможность разбираться в них. Потому что на самом деле это выглядит все достаточно, ну, я сам обладаю таким консервативным довольно мышлением, и когда появился ТикТок, там, год 3-4 назад, я думал, блин, какая-то фигня, в общем-то, извините за выражение, и зачем мне, собственно, там находиться? Там, ну, какой-то постоянный трэш происходит, и невозможно вообще смотреть что-то полезное. А в итоге оказалось, что как только соцсеть развивалась с довольно быстрыми темпами, и она уже получила такое образовательное назначение в некоторых вещах. То есть там, если вы, допустим, интересуетесь какой-либо наукой, либо же какой-то либо профессией, TikTok по вашим запросам и собственно, по всему тому, что вам, собственно, интересно, он подбирает для вас определенную ленту этих видеороликов. И вы можете потом находить довольно интересные факты, которые позволяют как раз расширять ваши знания в определенных областях, находить какие-то детали. И вы должны понимать просто, что каждая новая соцсеть, каждая новая, собственно, мультимедийный продукт, он позволяет вам расширять свои компетенции. И не нужно бояться всего нового. Вот. И как раз просто через эти соцсети, допустим, можно выходить на новые какие-то грани общения как раз с своей молодой аудиторией, школьниками, с детьми как таковыми. Потому что, ну, допустим, даже банальный пример, какое-то время я смотрел ТикТок, и мне попался батюшка в ТикТоке. И я тогда очень удивился, что вот батюшка в ТикТоке записывает. А в итоге я подписался, потому что довольно интересно. Он там определенные факты рассказывает, и очень и где-то смешно, и где-то серьезно, и вообще про эту жизнь интересно посмотреть, как жизнь батюшки, вот такая обычная, он короткими роликами рассказывает. И такие же, собственно, истории происходят и в геймдеве, и в игровом сегменте. Также стоит упомянуть, что если вы, допустим, хотите как раз в сторону геймдева смотреть, то нужно как раз начинать играть. И играть не только там, допустим, в матч 3 какие-то вещи там, на телефоне, а пытаться попробовать на компьютере что-то запустить. Если вы видите, что ваш ребенок в чем-то играет, вы можете подойти к нему и сказать: давай я с тобой попробую, или покажи мне, какие у тебя там достижения есть. Вот, это налаживает определенную связь, это выстраивает доверительную цепочку, которая позволяет детям оставаться в поле зрения родителей и ну, как бы понимать, что родитель уже как бы и обладает таким бешеным авторитетом, но как только, собственно, вы ну, понизите градус этого авторитета и как бы сойдете сверху вниз, выйдите на его уровень и поговорите с ним о том, о чем ему интересно, о ТикТоке, об играх, о видео каких-то, поделитесь тем, что вы смотрите или что вы нашли, и как бы получите от него реакцию, вы сразу же поймете, что с ним налажен контакт, и можно уже внедрять какие-то, ну, свои мысли, свои идеи ему навязывать через этот контакт доверительный. Ну, собственно, вот такими, наверное, вещами
нужно обладать, нужно как раз вот этот консерватизм стараться в себе тушить, стараться находить какие-то новые, ну, интересоваться тем всем новым, что есть в повестке, в новостной. То есть, как вот я сегодня рассказывал на спиче, что чат ГПТ, вот, допустим, есть, изучить вообще, что такое нейросети, там, Midjourney, вообще понять, как это работает, потому что как только вы вступаете как бы на вопрос, ну, как только вы начинаете интересоваться, ну, что такое Midjourney, вы такие, так, это нейросеть, которая генерирует изображение. А как мне нужно это изображение сгенерировать? Как я могу его сгенерировать? Вы идете, смотрите. Ага, для того, чтобы сгенерировать изображение, мне нужно установить приложение Discord себе на компьютер. Вы его скачиваете, вы его получаете. Так, мне нужно зарегистрироваться. А как этим пользоваться? Вы заходите, а потом в самом Дискорде там нужно будет в чате определенную комбинацию символов ввести для того, чтобы получить это изображение. Вы вводите, ага, вы получили определенный стак изображений, которые не совсем соответствуют вашему запросу. Вы можете поправить этот запрос. И вот таким образом вы постепенно изучаете и новую программу, и новый язык, и общение с бот-чатами, и впоследствии вы можете просто прийти и к ребенку сказать, вот я там в Дискорде, короче, изучил чат, ну, Midjourney, и теперь генерирую изображение. Хочешь посмотреть? Давай что-нибудь сгенерируем вместе. Вот. И мне кажется, вот как раз через вот эти все новые элементы, чем вы больше, ну, чем больше вы интересуетесь, тем больше, собственно, вы получаете профитов в жизни и вообще в общении с своими сверстниками. Я вот, допустим, мне 29 лет, скоро 30 в этом году будет. Я до сих пор чувствую себя комфортно там, с 18-летними, которые, мне кажется, уже, ну, типа, интересуются какими-то странными вещами. Я играю в игры и как бы с ними коммуницирую в это время, потому что они там мои тиммейты, и я могу с ними разговаривать там на своем языке. Хотя это, казалось бы, там, не знаю, в 2008 году, когда я был вот в их возрасте, мне казалось, что, вау, как с ними вообще разговаривать. Я до сих пор там со своим дядей не могу поговорить, у которого разница в возрасте такая же, как у меня вот с этими 18-летними коллегами. Вот, собственно. Поэтому интересуйтесь новым. Спасибо за совет. Лука, а вы не хотели бы вернуться обратно в педагогику? Это Ну, вопрос. ну, я вот как раз почему согласился на то, что вы мне предложили. Я люблю вот так вот посидеть, пообщаться, поговорить. Ну, возможно, вернусь когда-нибудь, если будет какой-то запрос, будет какое-то предложение. Вот. Вот так вот. Да, хотел бы, конечно. То есть у меня мечта была определенная создать свою школу. Там 6 лет назад была такая мечта. Сейчас пока другая мечта. Пока делаю то, что, ну, то, что есть. Вот, собственно, где я полезен. Ну, Где это нужен, здорово. там и стараюсь быть. Да, это здорово, что есть мечта. Я думаю, что среди наших педагогов тоже есть большие-большие какие-то планы, да, строят. Сегодня они маленькими шажками входят в эту среду, в эту сферу, IT-сферу. Возможно, первые шаги будут не очень крепкими, да, но тем не менее, все равно первый шаг – это всегда очень важно. И вот среди команд, которые сегодня присутствуют, есть, которые только с идеей пришли на педагогический хакатон. И вот будет интересно завтра, вот как вот они вот вчера и завтра – это совершенно разные люди будут, да, и вот они послушали сегодня спикеров, и вот, между прочим, вот никто не из наших спикеров обратную связь не получил, да, вот кроме вас. Я вижу, что там Спасибо. прокомментировали, так что вы сегодня лидер наших спикеров, да, по обратной связи. Да, спасибо То есть, Петру и конечно же, Валерии. хотя все устали, да, и вы видите, там где-то кого-то нет, но тем не менее я все равно вижу, что люди заинтересовались. Эта обратная связь тоже, вот даже эти наши эмодзи, да, тоже они дают какой-то, ну, приятный такой, ну, послевкусие, да, надеюсь. Вот, поэтому, конечно же, я думаю, что
Это не последняя наша встреча, я надеюсь, да, Лука? Мгм. И я хотела бы, конечно, еще послушать вас, может быть, в другом формате, не в формате конкурса, может, какие-то беседы, да, может, мы бы встретились на других площадках. Ну, мы организовываем Институт развития образования и повышения квалификации Республики Саха-Якутия, проводит различные мероприятия, да. Мгм. Это и педагогические ярмарки, да, ну и конкурсы, мы не будем тоже ну, затрагивать их, да. Вот хотелось бы, конечно, вот больше знакомить наших педагогов вот с такими людьми, как вы, с такими творческими, неординарными, да, вот я вот сама Спасибо. очень тянусь к таким людям и пытаюсь приглашать на наши мероприятия вот не педагогов, не из педагогической среды, да, потому что все-таки у нас немножко среда закрытая, да, у нас есть цели, задачи, у нас есть ПГОсы, но вот такие люди, как вы, всегда вдохновляют. Вот прямо я и с удовольствием вас слушала и на цифровом алмазе, и вот сейчас вот прямо, я думаю, все получили большое удовольствие, послушав вас, потому что это все как-то резонирует с нами, тем более здесь такие творческие люди. Может быть, у кого-то есть вопросы, коллеги? Я вижу, что кто-то подключился, может, хотели бы вопросы задать? Ну, я думаю, если вот вы дадите ссылочки, может быть, вот автор, писать профессионально Хиллари. Да, сейчас у меня тут выписано. Ага, то есть я думаю, что кого-то заинтересует эта книга, действительно, потому что у нас вот умение писать тексты, умение под определенные, да, задачи, под определенные цели, это очень важно. Я думаю, что не только здесь сидящим, но и вообще, да, в принципе. Вот. Мгм, мгм. Ну, Вот. вот эта Хиллари Ретик, она очень такая легкая писательница, вот просто Мгм, вот, ну, удовольствие действительно получаешь, что мотивируешься, хочется что-то писать, что-то делать. Я прям, когда прочитал, как раз вот в то время я впервые устроился там в Майтону, мгм, точнее, перед тем, как устроился в Майтону, я прочитал эту книгу, начал еще больше писать, и в конечном итоге получил оффер на то, чтобы стать нарративным дизайнером. мгм, Вот, мгм. поэтому довольно такая Ну, то есть нужно полезная понимать, книга. что, ну, а вы сами умеете рисовать? Вот тогда еще вопрос один такой, можно сказать, М, полушуточный. Ну, как нет, не буду лукавить, хоть я и лука, но типа нет, не умею, но зато умею делать макапы. Это вот как раз Мгм, прототипирование определенных ну, композиций, мгм, расставлять, как это все должно выглядеть. То есть я понимаю какие-то, ну, понимаю науку сценографии, понимаю науку мгм, режиссуры, поэтому я вижу цвета, вижу, как это должно мгм, выглядеть, у меня есть определенное чувство вкуса, мгм. и благодаря этому я удачно взаимодействую с художниками, у нас получается очень клевая вещь. Вот. А вот еще вопрос, Лука, вы знакомы с якутским писателем, ну, не с якутским, он из Якутии, Геласимовым, Сергеем Геласимовым? Нет, нет, к сожалению. Нет, да? Я сейчас Вот выпишу просто себе. Сергей Геласимов, ну, он пишет книги, и он даже был сценаристом каких-то сериалов на Первом канале одно время, да. И вот он приезжал в город Якутск, но он давно из республики уехал, и он говорил, что, ну, вот как писать сценарии, в принципе, тоже у него была тема. Мгм. И он говорил про русских классиков, которые очень кинематографичны, да, то есть когда читаешь тексты Льва Толстого, Анна Каренина, ты это все представляешь. Вот получается, что Лев Толстой, можно сказать, нарративный дизайнер, да, когда Ну он да, да. То есть там очень описывал, много как... описательных моментов, поэтому... Да-да-да, вот, поэтому, наверное, мы начнем с классики, коллеги, да, тоже вернемся, может, к истокам, к Льву Толстому и будем учиться у них, как описывать, и чтобы чувствовать даже, вот когда читаешь, ты это чувствуешь состояние человека, как Анна Каренина прижимается горячей щекой к холодному стеклу и так далее, да, то есть вот здесь, я думаю, что вот Тут тоже вот, ну, я бы еще добавил, что, допустим, если Льва Толстого советовать в качестве такого описательного примера, где можно как раз визуализировать то пространство, в котором находится, или ту сцену, которая происходит, то в плане именно реплик, каких-то диалогов, то я бы посоветовал Довлатова.
читать, потому что благодаря его коротким предложениям я, собственно, и насытился вот этим стилем, и очень приятно. Как бы. Самого Довлатова очень легко читать, очень быстро его вообще всего можно прочесть, но благодаря вот этому слогу, его специфическому, который до сих пор ощущается таким современным, можно писать отличные реплики, ну и, собственно, отличные короткие сюжеты. Собственно, я это хотел дополнить. Да, спасибо за Довлатова. У меня прямо аж мурашки побежали, потому что я вспомнила его и рассказы. Это вообще что-то нечто. Поэтому тоже бы рекомендовала Сергея Довлатова. Это «Соло на Ундервуде», это и так далее. Это «Зона» и прочие произведения. Это вообще супер. Это нечто. Это просто простота. Ну, еще бы, может быть, я Шукшина бы еще, может быть, назвала. А Шукшин тоже очень супер. Рассказы, его короткие рассказы, это замечательные тексты, очень юмористические, ну, с юмором таким тонким. Тоже своя такая, есть в них тоже изюминка, можно сказать, очарование, да, в его рассказах. Вот, поэтому, ой, ну спасибо отдельно, да, за Сергея Довлатова, вспомнила и захотелось опять перечитать. Спасибо большое, Лука. Спасибо. Ну, мы все никак не распрощаемся, да. Я думаю, можно было бы еще и дальше говорить, но у нас тоже время ограниченное. Спасибо большое вам, Лука, за ваше выступление, за то, что вы отозвались на наше предложение выступить перед педагогами. И надеюсь, вы тоже вдохновите наших педагогов на какие-то новые свершения, на новые знания, на новые компетенции. И думаю, что мы еще встретимся с вами. Спасибо вам большое. До новых Надеюсь, встреч. помог. Ну все, Спасибо. пока-пока всем. До свидания. Спасибо вам большое. Спасибо.